Сядешь в тюрьму за то, что имел связи с неугодным для властей Таджикистана человеком. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, кто стал новой жертвой властей. Уже сложно даже посчитать, сколько их. Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого актуального. Эмомали Халов, бывший соратник известного правозащитника Иззата Омона, обвиняется в сотрудничестве с запрещенным в Таджикистане движением «Группа 24», сообщили источники. Родные задержанного считают обвинение безосновательным. По словам источника, Эмомали Халову инкриминируется участие в деятельности запрещенных политических партий и объединений. Статья 307, примечание 3, часть 2 Уголовного кодекса Республики Таджикистан. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. Группа 24, основанная в 2012 году в России, была признана Верховным судом Таджикистана в 2014 году экстремистской организацией. Последователи группы считают это решение политическим. А как вы думаете, это действительно так? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Ранее сообщалось, что в отношении Эмомали Халова возбуждено уголовное дело по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и публичное оправдание экстремизма с использованием СМИ и интернета. Статья 307, часть 2 Уголовного кодекса Республики Таджикистан. Следователи добавили новую статью в уголовное дело или заменили прежнюю на новую, пока неизвестно. МВД Таджикистана уголовное дело Эмомали Халова не комментирует. Супруга Халова Диларом Баймухамедова в беседе 2 сентября заявила, что уже месяц не может добиться свидания с мужем. Следственные органы информации нам не дают. У мужа есть государственный адвокат, но и он с нами не разговаривает. Мы сами попытались нанимать независимого адвоката, однако все адвокаты, ознакомившись с документами, отказываются защищать его, добавила она. Эмомали Халов был задержан полицией 26 мая на пассажирском вокзале в Горшеченском районе Курской области Российской Федерации. Спустя 3 дня он вышел из СИЗО и бесследно пропал. Позже стало известно, что руководство Горшеченского РОВД решило экстрадировать Халова в Москву, а через несколько дней стало известно, что он находится в СИЗО в Душанбе. В письме Горшеченского РОВД в районную прокуратуру этого же района говорилось, что Эмомали Халов на основании запроса начальника Дангаринского ОМВД Хафизода находится в розыске с 3 марта 2021 года. 30-летний Эмомали Халов, отец 11 детей, находясь в России, сотрудничал с центром таджиков в Москве, который возглавлял Иззат Омон и помогал нуждающимся мигрантам во время пандемии коронавируса. Руководителя центра таджиков в Москве Иззата Омона лишили российского гражданства и выслали из России в Таджикистан в конце марта 2021 года. На родине его задержали силовики по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Суд приговорил его в общей сложности к 15 годам лишения свободы по 2 эпизодам мошенничества. Иззат Омон и его родственники не признали обвинения, но отказались опротестовать вынесенный приговор. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, зачем все это делают наши власти? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!